занятием. Вера Васильевна Васильева у нас своими женскими руками вырезает чудесные узоры. Здесь и портреты, и живопись, милые лица бабушек и дедушек. Наверное, это очень тяжелый труд для женских рук, потому что тут нужна и сила, и умение, и талант. Конечно, и чувашский узор она вот вырезает за моей спиной, большой такой вот чувашский узор красивый. Не только вышивать тяжело чувашскую вышивку, я думаю, тем более там каждый угол, каждый сантиметр нужно рассчитать. Не просто плавные линии, как попало, нужно вырезать. И натюрморт меня очень сильно удивил, потому что там очень такая вот глубина сильная, и много слоев, и даже чувашский узор на рубахах она вырезает, узоры, каждую монетку показывает, даже вот трещина дерева она сумела все это передать. И в простых вещах она умеет увидеть красоту. Из простых шишек она создает букет цветов, например. Из простых брусьев создает целую картину. Мы желаем ей, конечно, дальше творить, продолжать наше традиционное искусство. Здравствуйте, Вера Васильевна. Хотелось бы узнать, как вы, женщина-резчик по дереву, мне кажется, это очень редкое явление. И как вы не побоялись в этом работать, в этом деле? Да, женщины редко занимаются резьбой по дереву. Как случайно, наверное. Я закончила Уфимское педагогическое училище, и в Уфе резчик по дереву у нас преподаватель очень интересный. Уже в возрасте мужчина, и вот он увлек нас. И мы постоянно ходили в кружок. И увлеклась. И затем уже в конце училища я взяла дипломную работу «Резьба по дереву». А дальше, закончив училище, поехали в район, кто куда, по распределению работы. И я приехала в школу, а там директор, узнав, что я резьбой еще занималась, ученикам сказал, что у нас старшая меня вожатая будет, она умеет вырезать, рисовать и много чего. И после этого дети ходили по пятам, когда будет резьба, когда будет резьба. И вот таким образом я, наверное, из-за детей начала. Они потому что очень просили, хотя и сама еще слабо вырезала после училища, что там такой практики не было. И после этого я уже кружок вела года 3-4, проработала в Башкирии, приехала в Чувашию и решила здесь тоже в Доме творчества заниматься резьбой по дереву. И таким образом удалось. Как долго вы занимаетесь резьбой по дереву? Резьбой по дереву занимаюсь больше 30 лет. Проработав в школе учителем черчения и рисования, я устроилась на работу в Дом детского творчества. И там уже я как основатель начала изучать резьбу по дереву, заниматься этим видом. И сама не заметила, как в кавычках заболела этим видом искусства. Ну, заболеть этим делом помогли, наверное, и дети. Потому что, глядя, как дети работают с аппетитом, увлеченно, и уже сама тоже так же начинаешь заниматься. Сразу, конечно, не все получалось, но всегда в таких делах опыт, практика. Но теперь уже у меня 5-я персональная выставка. Я мастер народных художественных промыслов. Этой работой, можно сказать, занимаюсь профессионально. Работа нравится. Кто-то любит вязать, сидеть, вышивать, а я вот вырезаю, успокаиваюсь. А ваши дети по вашим стопам не пошли? Мои дети тоже ходили в кружок, любят вырезать, но по моим стопам я сама, наверное, не стала направлять. Потому что работа резьбы по дереву не так уж и легко. Ну и зарабатывать не так уж легко на резьбе по дереву. Потому что в Чувашии, если взять, очень тяжело все это реализовывать. Работа не выкупается. Где-то за границей, может быть, да, хорошо зарабатывать на этом. Но все-таки зарабатывать на резьбе по дереву можно. Можно, но может быть легче зарабатывать, если станки, на станках работают, где полегче. А вот как-то только вручную вырезать, делать картины, зарабатывать.
тяжеловато. Ну, сейчас век новых технологий, зарабатывать молодежи другим видом технологий легче, чем резьбой по дереву. Это работа для души больше. Среди ваших работ портреты есть, мужские, женские портреты, характеры разные. Трудно ли вырезать портреты и показать характер? Ну вот лица вырезать, портреты я долго не решалась. Сначала мы начинали с простейших узоров, кухонные доски, ложки, вот такие простейшие вещи, пейзажи. Но на лица переходить, конечно, долго не решалась, а затем все-таки вот желание, наверное, было большое. Мне очень нравится вырезать бабушек, показывать их характер. Вот эти композиции у меня очень много на чувашскую тему, на «Деревенька моя». Они вот отражают очень много. Я вижу, у вас и натюрморты есть, и геометрические узоры есть, и куклы есть, и ложки я вижу, домики разные. Что вам ближе всего? Вот так трудно даже отделить темы. Все как бы нравится. Ну вот очень много у меня вот на тему «Деревенька моя». Очень много флоры, фауны тоже. Любая тема мне по душе. Очень много у меня смешанной техники. И солому использую, и бересту. И где-то я уже вышивку начала на фоне использовать. В общем, торцовые срезы очень много, не только резьбой. И шишки, в общем, и веточки. Очень много смешанной техники. Вдохновение нужно в резьбе по дереву? Да, конечно, без вдохновения не бывает. Есть работы, которые начаты, и они могут простоять лет 5. Не идет рука туда, нет желания. А потом садишься и на одном дыхании работу заканчиваешь. Действительно должно быть вдохновение какое-то. А бывает, начинаешь работу настолько увлеченно, что и час, и два, и 3 ночи не можешь остановиться. Ну, любой художник без вдохновения не может создать. Ну, творческая работа, она и предполагает вдохновение. Что бы пожелали молодым резчикам по дереву, вашим ученикам, в частности, и вообще всем, кто бы задумывался над тем, чтобы вот работать в резьбе по дереву? Ну, что пожелать? Творческих идей побольше, своих идей. Ну, где-то смотреть, отталкиваться, конечно, можно, но побольше создавать свою, не копировать. Оно видно, когда копируешь работу чью-то там, или с интернета, или где-то, или делает шаблоны вот на продажу, там вот нет души. Ну, побольше для себя вот таких работ вкладывает душу.
А вот эти куклы никто, там кукольный театр, например, покупать желания у них не было? Или они просто не видели? Они не видели, да, но желания продавать не было. Ага. Вот такие вещи я тоже делал еще где-то вот, когда я же в 4 училище учился. У нас там живопись, композиция, рисунок, все это было. Ну. Эти куклы дедушка, однажды, когда пара была другая, дедушку забрали в Германию, правда? Потом даже я так. повторила, там другой маленький дед. Что-то он меньше получился, уже чувствуется не пара. Когда вместе не делаешь, отдельно добавила деда. Ага. И сейчас вот по новой сделала деда, и к выставке уже и девушку, и волосы, все поменяла, потому что со временем они пожухли все, волосы побелели, оказывается, все ткани испортились.